Сегодня мы собрались в точке кипения университета. Место выбрано не случайно, потому что Арсений Сергеевич является председателем Напсовета университета, является также членом Совета Ассоциации инновационных регионов России. Вы знаете, что в 2017 году по инициативе тогда главы города Якутска Арсения Сергеевича Николаева при поддержке Агентства стратегических инициатив при президенте РФ в Якутске проходило такое замечательное мероприятие, как под названием «Форсайт Флот». И тогда мы собирались с научными работниками, журналистами, с технологическими предпринимателями, с гостями, с дизайнерами, с гостями из других регионов и пытались заглянуть за горизонт, что же будет с городом в будущем. И тогда же была придумана идея сделать ставку на креатив, то, что вот сейчас реализуется, принята стратегия развития креативной индустрии в Якутии. В прошлом году, когда было двухлетие точки, мы с главой Арсением Сергеевичем разговаривали, и мы сделали такой запрос в главе. Вот сейчас идет пандемия, мир точно изменился, многие ушли в цифру, поведение людей изменилось, экономика мира поменялась, начали появляться новые рынки, в том числе удаленного, допустим, дистанционного образования, дистанционной медицины. Арсений Сергеевич, так что-то поменялось у нас теперь, да, что-то у нас то видение будущего города, когда мы в 2017 году его планировали, изменилось ли? Произошли какие-то сдвиги, которые нам нужно поймать эти ориентиры, потому что Арсений Сергеевич сейчас глава республики, нам хотелось бы знать вот, и видеть, тоже ощущать, о чем же думает Арсений Сергеевич и как он видит город будущего. Сегодня здесь присутствует очень много школьников, ребята, которым сейчас 15 лет, через 30 лет им будет 45, да? И именно вы в 50-м году в городе Якутска будете управлять и принимать решения в городе. И здесь также студенты, у нас инновации. Арсений Сергеевич зарегистрировался в новой социальной сети Clubhouse, которая сейчас набирает обороты, вы все слышали, там Илон Маск сейчас там выступает, очень много технологических предпринимателей выступает сейчас. Добрый вечер, дорогие друзья. Наши друзья, ядерная группа «Точки кипения» достаточно давно уже просила выступить с лекцией о развитии города Якутска. Мы достаточно на эту тему много раз общались, но я ждал, пока появится Клабхаус. Он появился, сейчас можно. Дорогие друзья, конечно же, глобальные вызовы и угрозы, о которых говорились многие годы, оказались куда более близкими и реальными, чем можно было представить совсем еще недавно. В прошлом году к нам прилетел черный лебедь, COVID-19, и практически мгновенно изменил всю привычную жизнь всего человечества. Опасный вирус, безусловно, будет побежден, но мир точно уже не останется прежним. Пандемия еще раз убедила и меня, да, наверное, и всех вас в следующем. Во-первых, темпы изменений в мире ускорились настолько, что за ними не успевают даже ученые, власти, сообщества самых развитых стран планеты. Во-вторых, степень взаимозависимости в современном мире настолько высока, что сегодня уже не важно, живешь ли ты в мировом городе, таком как Нью-Йорк, Дубай, Москва, или ты живешь на периферии. Глобализация сделала свое дело, и любые вопросы и проблемы касаются всех и каждого без исключения. Якутск, самый большой город в мире на вечной мерзлоте, безусловно, не может оставаться в стороне, испытывая все эти вызовы и при этом не меняясь. Несмотря на то, что каждый из нас занят решением важных краткосрочных задач, мы обязаны находить время для глобального осмысления изменений, которые происходят вокруг, обязаны расширять горизонты видения. Якутия сегодня является высокоурбанизированным регионом. Доля городского населения республики сегодня составляет более 65%, что где-то на 10% выше среднемирового уровня. А наш Якутск, если так подумать, это единственный крупный урбанистический центр колоссальной территории площади, на самом деле, даже не 3 миллиона квадратных километров, как мы говорим о территории республики, это почти на территории 4 миллионов квадратных километров. Якутия самый крупный город, Якутск. И, конечно, сегодня здесь живет уже почти 35% населения республики, активные, инициативные люди. И от дальнейшего развития столицы, конечно же, будет зависеть будущее республики, будущее крупнейшей части территории России. Якутск почти уже 4 столетия назад стал такой серьезной опорной точкой российского освоения Дальнего Востока, Русской Америки. Отсюда Россия вышла на Амур,
на Приморье, через Тихий океан, дальше в Северную Америку. Миссия Якутска во все времена на самом деле остается неизменной. Мы были, есть и будем северо-восточным форпостом российской державы здесь, в Евразии, на северо-востоке Евразии. Однако на всем протяжении долгой и славной истории, сотворенной поколениями горожан, подходы к развитию Якутска менялись. Из небольшого острога он постепенно превращался в крупное поселение, затем обретал черты, присущие провинциальным городам, но всегда перед каждым поколением незримо или явно витал вопрос, соответствует ли город своей уникальной миссии, возложенной на него самой судьбой. Сегодня мы стоим на очередном перепутье. За последние десятилетия у Якутска наконец-то появилась стратегия развития, совершен на самом деле настоящий скачок в улучшении социальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, ликвидации аварийного жилья, создания общественных пространств. Из большой деревни, каким Якутск был еще, наверное, в 90-е годы, он действительно начал превращаться в крупный город со всеми его атрибутами. Но с каждым днем все более острым становится вопрос, а что дальше? На мой взгляд, ответ кроется в самой истории, судьбе Якутска, ее жителей. Не будет преувеличением сказать, что наша столица является зримым доказательством успешного покорения человечеством полярных широт. Особые природно-климатические условия Якутии, конечно же, накладывают свой неизгладимый отпечаток на всех нас, на жителей города. Наши люди сильны духом, обладают живым и гибким интеллектом. Жизнь в экстремальном климате, в извечном преодолении вызовов внешней среды воспитала особенный характер якутян. Сделала нас креативными, предприимчивыми. Без таких качеств не могли бы выжить предки, и эти же качества сегодня помогают нашим людям становиться успешными предпринимателями и инноваторами. Гибкость ума и жизненной практики позволила человеку не просто выживать на севере, а развиваться и побеждать. Именно такой же должна быть и наша стратегия. Подходы к планированию будущего всегда должны обсуждаться и обновляться. Я убежден, что во главе развития стоят не сиюминутные обстоятельства, а смелый взгляд в будущее. Будущее нашего города – это недалекая или оторванная от реальности мечта. Это воодушевляющая цель, которая должна нас направлять уже завтра. Именно таким видением будущего я хочу сегодня с вами поделиться, друзья. Я рад, что здесь собрались люди, которые могут понять и принять для обсуждения мои подходы и мысли о будущем Якутска, начиная от наших школьников, для которых, наверное, это наиболее важная история, каким же будет Якутск в 50-м, потому что через 30 лет они как раз будут даже моложе, чем я. Так, вот. Ну и в том числе и старшее поколение, потому что благодаря сегодняшним достижениям медицины, вообще увеличению долголетия в мире, так, я уверен, что все доживем еще через 30 лет и увидим, сбудется ли то, о чем я буду сегодня говорить. Мне довелось 6 лет возглавлять Якутск. За это время мы на самом деле очень много сделали нашей командой. Сегодня, складывая опыт управления городом с моим нынешним опытом главы республики, я отчетливо представляю, каким путем должна развиваться столица Якутии и какого будущего достоин наш Якутск. Прежде всего важно понять, что город – это не просто территория на карте, это пространство и среда жизни людей. Суть и смысл городского развития заключается в том, что в центре всегда находится человек. Его комфорт, его безопасность, его возможность жить счастливо и реализовать свои таланты. При этом город – это среда договора людей, дом для сотен тысяч его жителей. И все более важным фактором улучшения жизни и качества нашего общего дома становится умение жить сообща. То, как мы общаемся, доверяем ли друг другу, способны ли мы объединяться для достижения на самом деле больших, высоких целей. От этого зависит устойчивое развитие любого города в любой стране мира. Именно доверие и солидарность стоят за такими абсолютно разными индикаторами, такими как, например, измеримая цифра показателя оседлости и неизмеримым чувством любви к родному городу, ностальгии по нему. Парадокс в том, что оба таких разных по своей природе, но связанных с людьми показателя напрямую влияют на процветание города. Поэтому я предлагаю принять как данность, что любые стратегии и решения, они должны быть человекоориентированными. Именно счастье и успех каждого горожанина должны всегда быть нашим абсолютным приоритетом. Какой же должна быть стратегия города, ориентированная на человека? Прежде всего, забота о комфорте и благополучии жителей быстрорастущего города должна найти отражение в пространственном планировании.
Есть важные суждения, которые я вынес из опыта управления Якутском. Многие десятилетия наша столица, к сожалению, развивалась без какой-либо внятной стратегии, без учета естественных процессов урбанизации. С 1991 года население города увеличилось к 2012 году на 67%, на 130 тысяч человек. Немного в нашей стране, да и во всем мире найдется городов с такими, знаете, высочайшими темпами роста. Как правило, такие темпы присущи только вновь образованным новым городам. Для исторических же городов, к которым, безусловно, относится Якутск, такой рост не характерен и зачастую приводит к нарастанию проблем, к резкому увеличению социальной нагрузки. Так получилось и с Якутском. Мы здесь не исключение. К 2012 году социальная инфраструктура, улично-дорожная сеть, застройка города полностью перестали отвечать потребностям быстрорастущего населения. Вот вспомнить даже детские сады, так по ним как раз тогда сложилась наиболее острая проблема. За время, вот 10 лет, которые были до 2012 года, то есть сначала, скажем так, 21 века, в Якутске было построено всего лишь 3 детских сада, что никак не способствовало запросам населения. Что такое 3 детских сада? Это, я если не ошибаюсь, 550 мест было в них открыто. А очередь была уже не 1000, а за 10 тысяч. Решение проблемы нехватки мест в детских садах мы тогда поставили в приоритет, и благодаря строительству новых зданий, выкупу помещений для дополнительных групп, за 6 лет мы ввели 20 муниципальных детских садов. Также в 2012 году в Якутске был 1 частный детский сад, а в 2017 году силами предпринимательства уже открылось их 29. И таким образом за эти 6 лет мы смогли создать 9 тысяч новых мест в дошкольных учреждениях, в 18 раз больше, чем за все прошлое десятилетие. Катастрофическая ситуация была разрешена благодаря тому, что мы задействовали все инструменты, от программ финансирования из федерального, республиканского, местного бюджетов до проекта государственно-частного партнерства. Тот же проект ГЧП, о котором достаточно много говорится, он позволил нам ввести в городе 12 крупнейших социальных объектов, с начала проектирования до сдачи практически последнего из них, так, школ, детских садов, по крайней мере, прошло всего лишь менее 3 лет. Это было крайне непросто, но это было очень нужно городу. Потому что во главе угла всегда надо ставить интересы людей. И тогда решение обязательно находится. Надо признать, что городское планирование и сейчас все еще, к сожалению, сосредоточено на решении оперативных задач. Вне всякого сомнения, каждая проблема, будь то мелкая или большая, она важна и требует таких же оперативных и четких, эффективных решений. К примеру, тот же вопрос об устройстве выгребных ям, к сожалению, он все равно остается одним из насущных для жителей ряда городских кварталов. Евгений Николаевич прекрасно про это знает. Но если сосредотачиваться исключительно вокруг таких вопросов, как обустройство выгребных ям, как это делал недавно один из заместителей города, так, руководства города, то можно, конечно, только очень серьезно замедлиться и даже остановиться в своем развитии. Ведь даже самая обустроенная выгребная яма, она, извините, остается все равно выгребной ямой. А в 21 веке, уже в 3-м десятилетии 21 века, это точно не решение. Сегодня в городе более 1200 двухэтажных деревянных домов. В них проживает больше 40 тысяч людей. Это почти 12% жителей города. Я считаю, что к 1932 году уже Якутск должен полностью избавиться от этих аварийных ветхих деревянных двухэтажек. И это должно стать на самом деле стратегической задачей города. Для ее решения, конечно же, нужно консолидировать ресурсы федеральных, региональных, муниципальных программ, ресурсы местных сообществ. Это вот одна из общих целей города, которая, уверен, сплотит тысячи сподвижников, десятки тысяч горожан. Итак, городское планирование не может осуществляться без комплексной стратегии, которая была бы ориентирована на самую значимую фигуру в городе, на человека. Для этого мы должны мыслить широко, ставить масштабные задачи, а не заниматься на самом деле бесплодными дискуссиями, где должны работать муниципальные служащие на проспекте Ленина или в 17-м квартале. Вот. В сердце нового подхода должно быть умение ставить и решать задачи, которые действительно будут улучшать жизнь всего города и каждого его жителя. Если рассматривать город как живой организм, каждый его район должен функционировать как отдельные органы, решающие свою задачу для достижения благосостояния каждого человека. В развитии города важнейшую роль всегда играли и будут играть дороги, его вены и артерии, по которым движется энергия жизни.
От того, как мы направляем и развиваем эти важнейшие пути, зависит динамика развития города. Мы просто обязаны сегодня поставить задачу, чтобы безвозвратно оставить позади время, когда значительная часть городских улиц лишь отдаленно отвечала и отвечает своему назначению. Сегодня отвечающих нормативному состоянию улиц в городе Якутске порядка 45%. А считаю, что к 400-летию Якутска необходимо добиться 100% соответствия стандарту безопасности и качества всех улиц столицы. Конечно же, один из самых сильных в истории толчков к бурному развитию города даст строительство Ленского моста. Он снимет вековую изоляцию города. Я бы даже сказал, вековую блокаду Якутска от всей остальной территории страны. Ленский мост позволит столице Якутии стать одним из крупнейших транспортных центров северо-востока Евразии. Мост через Лену – это больше, чем просто крупнейший инфраструктурный проект. Это воплощение мечты не только многих поколений якутян, но и вообще, наверное, в целом россиян. Он не просто соединит правый и левый берег реки Лены здесь, а станет символом единства запада и востока России. Я бы называл его мостом будущее, и в том числе и в будущее Якутска. В более локальном масштабе Ленский мост, конечно же, станет связующим звеном якутской агломерации. Сердце Якутии, ее интеллектуального, культурного центра, ее технологического эталона. Столичная агломерация объединит 3 великие якутские долины на левом берегу Лены – Туймаду, Эркяне, Ангселе и правобережный Нижний Бестях, конечную станцию железнодорожной магистрали. Строительство Ленского моста в районе Табаги, конечно же, будет сопровождаться формированием соответствующей инфраструктуры. И это не только обеспечение комфортного доступа к федеральным и региональным дорогам. Здесь должен формироваться логистический центр города. Безусловно, при планировании этой территории должны быть применены новые качественные стандарты северной урбанистики, учитывающие наши климатические особенности с ключевым акцентом на экологию. Другой важный полюс логистического хаба, наша главная воздушная гавань, находится в противоположной стороне Якутска. Аэропорт Туймада имени Платона Юнского в ближайшие годы выйдет на принципиально новый уровень после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы, строительства международного терминала. Аэропорт, как основа транспортной мобильности, станет международными воротами республики в мир. Туристическая привлекательность Якутска, безусловно, будет расти с каждым годом. И я считаю, что уже к 1932 году количество международных рейсов из Якутска будет увеличено на порядок, а аэропорт будет обслуживать уже несколько миллионов пассажиров в год. Таким образом, к 40-50 годам наш город должен и может стать очень значимым транспортным узлом континентального уровня. Якутск может взять на себя роль центра движения альтернативного шелкового пути, который будет включать железнодорожное движение по Амуро-Якутской магистрали до Якутска, может и дальше до Магадана уже. Далее речной путь до морских портов на побережье Ледовитого океана с дальнейшей перевалкой по Северному морскому пути. А сухопутный транзит из Иркутска через Мирный в Якутск и дальше уже до Магадана, он может уже называться северным широтным ходом к Охотскому морю и Берингову проливу. Это совсем на самом деле недалекая реальность, ведь человечеству свойственно торить новые дороги, и Якутск обязан использовать этот огромный шанс. Отвечая своей важнейшей миссии форпоста в современном понимании, конечно же, город должен осуществлять и пространственное перестроение. Должен упорядочить свою территорию, чтобы как можно лучше и бережнее использовать каждую пять драгоценной земли долины Туймада. Какие же задачи для этого необходимо начать решать прямо сейчас? Важнейшим и ключевым действием я считаю оздоровление городской территории в самом прямом смысле. От реновации старых промышленных зон до полного обновления экологической политики города на принципах устойчивого развития. Сегодня вся активная деловая культурная жизнь Якутска, она сосредоточена в самой благоустроенной его центральной части. В то же время большие районы нашего города можно отнести к так называемому браунфилду. Урбанисты так называют участки, которые использовались для промышленных целей, но при этом обладают достаточно большим потенциалом для дальнейшей модернизации. И действительно, если посмотреть, по всей территории Якутска разбросаны такие территории. Это территории старых складских помещений, старые заводы, промышленные здания. Вспомните, такие участки есть у нас и ЕКСМК, ГРЭС, поселок геологов, Марха, Маган. Многие из них сегодня, знаете, выглядят просто страшными язвами на территории нашего города. Но они не используются по назначению, заброшены, все больше превращаются с каждым годом в захламленные руины. Безусловно, мы не должны это так просто оставлять и просто на это смотреть. Эта территория находится сегодня вне городской ткани. Они не вовлечены в экономику,
самым негативным образом сказываются на экологии, да и вообще на жизненном самочувствии жителей столицы. Но при этом они, конечно же, обладают большим потенциалом для застройки и жилой, и коммерческой, обладают потенциалом для концептуальных архитектурных планировочных решений. И нам нужно в ближайшие годы вдохнуть жизнь в эти огромные территории Якутска. Для этого, конечно же, городу нужна комплексная программа их очистки, развития, включенная отдельным разделом в план развития столицы. Благодаря освобождению бывших вот таких промышленных пространств город может стать более комфортным, в первую очередь ориентированным на пешеходов, на экологический отдых шаговой доступности. Это станет одним из ключевых конкурентных преимуществ Якутска в борьбе за человеческий капитал. Комфортная среда будущего предполагает жилье нового типа на принципах энергоэффективности, безотходности, встроенное в умную человекоориентированную экосистему. Значимый вклад во внедрение энергоэффективных экологичных технологий и материалов, конечно же, строительство внесут уже сейчас BIM-технологии. Благодаря интеллектуальным 3D-моделям на основе анализа больших данных климатических особенностей архитектуры будут построены умные дома, ориентированные прежде всего на здоровье, комфорт человека. BIM-технологии в градостроительстве, они же далеко выходят за рамки только непосредственно проектирования. Они охватывают весь жизненный цикл зданий, позволяя нам анализировать и выявлять их технологические и, не менее важные, экологические проблемы. Светлое будущее города невозможно даже представить, если мы не начнем сегодня радикальным образом снижать его углеродный след. Каждому новому микрорайону, новому зданию Якутска в будущем должны быть доступны недорогие, главное, экологически чистые, возобновляемые источники энергии. Такой успешный опыт мы уже сегодня видим на примере, например, круглогодичного тепличного комплекса Сайури, который показал, что внедрение высокотехнологичных решений международного качества способно решить вопрос, который ранее никогда здесь у нас не мог решиться. Благодаря внедрению инновационных технологий можно добиться производства высококачественной экологической продукции без нагрузки на окружающую среду. При этом, конечно же, Якутск должен не только сохранять зеленый пояс вокруг себя, но и создавать зеленую инфраструктуру внутри города. Озеленение бесспорно является одним из важных факторов оживления городских пространств. Здесь тоже важно смотреть намного вперед, ведь высаженные, например, если в 2021 году будем сажать деревья, они только как раз к 50 году станут большими и изменят облик города. А в ожидании их естественного роста, я считаю, что можно возвратить ту же практику украшения нашего северного Якутска цветами. Мы помним, в 2016 году мы запустили городскую акцию «Миллион цветов». Он воодушевил тысячи горожан, которые любят свой город. И в первый год в Якутске, в пригородах общими усилиями было высажено 1 090 000 цветов. А в 2017 году уже 1 416 000. И я считаю, что надо вернуть любимому городу красоту и запах летних цветов. Это тоже добрая идея, которая снова сплотит горожан в заботе о нашем общем доме. Друзья, Якутск – это единственный крупный город в мире в экстремально холодном климате, изначально созданный в экосистеме уникальной долины на берегу одной из величайших рек нашей планеты. Убежден, он должен развиваться в философии эко-города, где урбанизация идет не против природы, а наоборот оберегает ее. Устойчивое развитие в интересах будущего поколения – только такой путь сохранит наш Якутск в веках и сделает его великим городом Севера. Новый вектор социально-экономического пространственного развития столицы должен быть адаптирован к тем задачам, которые ставит время. Модель градостроительного развития Якутска должна не только описывать сценарии для города на ближайшие десятилетия, но и четко определять первые территории для конкретных действий. Такая расстановка приоритетов позволит связать стратегию с практикой, создать прочную основу для позитивных изменений. В рамках мероприятий по проведению празднования столетия государственности Якутии мы видим, что необходимо провести, и мы обязательно проведем капитальный ремонт проспекта Ленина, реконструкцию площади Ленина, то есть закрепим тем самым значимость исторического центра города. Новой градостроительной осью, которая будет обеспечивать дальнейшую трансформацию Якутска, мне видится магистраль, которая свяжет новые точки роста от Кангаласского мыса до Створ-Ленского моста в районе Табагинского мыса. Принципиально новое качество осевой магистрали объединит самые разные современные проекты, драйверы, такие как суперкампус в Кангаласах, квартал труда в районе столичного рынка, парк будущих поколений, Арктический центр эпоса и искусства. Таким образом будет выстроена магистральная ось Ленский мост Кангаласы,
являющуюся, знаете, такой центральной городской артерией, обеспечивающей современные стандарты застройки города. Новая ось развития города объединит креативный кластер квартала труда с логистическим хабом, Ленский мост с международным аэропортом, северные и южные зоны Якутска. Вектор развития оживит и вовлечет в экономику столицы территорию городского канала, протяженного с юга на север как раз вдоль новой магистральной оси. В самом центре этого пути находится сердце столицы, ее исторический, политический центр. Магистральная ось имеет важнейшее символическое значение для Якутска и всей республики, как платформа встречи коренных и глобальных ценностей, сплетения прошлого народов Якутии с ее будущим. Пространственное развитие столицы станет основой для ее выхода на новые уровни конкуренции. Но прежде Якутску, конечно же, надо определиться с моделью развития. В чем же заключается этот выбор? В мире, знаете, немало самых разных концепций и моделей развития городов. Есть города, умные города, исторические города, города устойчивого развития, зеленые города, мировые города, музейные города, иннополисы и многое другое. С теми или иными вы точно знакомы. Конечно, использовать какой-то из этих сценариев как кальку, как единственно верную дорожную карту не стоит. Но очевидно, что четкая концепция должна быть. И я уже в последнее время неоднократно про это говорил. На мой взгляд, Якутск должен идти в будущее как креативный город. Мое видение заключается в том, что для любой модели развития нужны предпосылки в виде опережающего роста какой-то отрасли экономики. Например, транспортная или энергетическая инфраструктура, промышленное производство и так далее. У города Якутска, несмотря на расхожее выражение, что у нас в республике в недрах представлена вся таблица Менделеева, нет предпосылок, к несчастью или к счастью скорее, стать индустриальным центром, зарабатывать промышленным производством. И здесь мы снова возвращаемся к тезису, что наше главное богатство – это люди, это человеческий капитал. Мы действительно нередко слышим это выражение, но, к сожалению, оно часто просто звучит как лозунг, а не как отражение реальной ценности человеческого капитала. Применительно к Якутску от этого утверждения не уйти, так как именно только человеческий капитал в наших условиях – это единственно надежный инструмент развития. Да, наша республика богата, но пока не будет достаточного большого креативного человеческого капитала, наши богатства так и будут только или на бумаге, или в наших недрах, не слишком влияя на качество жизни живущих здесь людей. Получается, что у нас есть одно бесспорное преимущество на сегодняшний день. То, что у нас очень много, на самом деле очень много, образованных, талантливых и предприимчивых людей. В современную эпоху все больше востребованное умение нестандартно мыслить, изменчивость и адаптивность. Одним словом, то, что называется креативностью. При этом, опять же, опровергая досужие домыслы, креативность – это не прерогатива горских гениев. Она присуща на самом деле каждому человеку. Это мысль, способность, талант, которые сокрыты в каждом из нас. Однако случай помогает только подготовленному уму, как говорил великий Луи Пастер. Я глубоко убежден, и никто не сможет меня переубедить, что ум якутян подготовлен веками жизни в самых экстремальных, контрастных условиях, которые есть на планете, которые требуют невероятной адаптации и вариативности. Я сегодня, как и многие из вас, наверное, с жалостью смотрел на Техас, в котором ударили небывалые морозы. И катастрофа, которая происходит в южном штате Америки, так, конечно, она вызывает только сочувствие. При этом, еще раз говорю, если была бы такая температура у нас сегодня на улице, да, мы бы все считали, что у нас что-то случилось с природой, и великое аномальное тепло пришло в Якутию. А мы, еще раз говорю, сталкиваемся с этим ежедневно, каждодневно, в течение уже многих и многих веков. И для максимального раскрытия всех этих качеств нам необходимо создавать все условия. Многие весьма скептически, к сожалению, относятся к потенциалу креативности якутян. Я часто сталкивался, сейчас уже реже сталкиваюсь, с открытым отрицанием, скрытым недоверием к самой идее выстраивания экономики, интеллекта и таланта здесь у нас в Якутии. Однако при подобном неверии в себя мы будем только заниматься вчерашними проблемами, но никак не будем заниматься завтрашними возможностями. Мы не можем игнорировать те невероятные образцы преобразований, которые показали самые разные города мира в течение даже прошлого столетия.
Нередко мы видим, как появление всего лишь одного большого грандиозного здания становится отправной точкой модернизации всей городской экономики. Это, например, наглядно иллюстрирует строительство той же знаменитой башни Бурдж-Аль-Араб, знаменитого отеля в Дубае. Сегодня это здание уже, наверное, не является самой яркой точкой в самих Объединенных Эмиратах, как раньше. Но если подумать, именно это здание, этот отель сделали Дубай туристической Меккой. И в итоге то, что основой экономики Эмирата стали составлять не запасы нефти, а туризм, услуги, недвижимость, конечно же, может быть, это не заслуга одного лишь этого здания, но это воплощение, яркое, зримое воплощение комплексной стратегии городских и региональных властей. Однако, все же я считаю, что экономическое чудо невообразимо без появления подобных символов. Лишь таким образом может быть успешно сформирована инфраструктура для креативной экономики. Я убежден, что якутские якутяне имеют такую же возможность коммерциализировать свои навыки и таланты. Конечно, на сегодня нет универсального сценария перехода от одной экономики к другой. Каждый случай – это сумма самых различных факторов, особенностей региона, его территории, обеспеченности теми же природными ресурсами, ну и самое главное, зависит все от жителей. Якутск с этой точки зрения одарен прекрасными возможностями по каждому параметру. Более того, вот как раз по самому главному параметру, по человеческому капиталу, в прошлом году среди всех городов России он занял 8-е место как раз по индексу креативного капитала. Мы уже достаточно активно продвинулись в формировании основ креативной экономики. Мы с гордостью заявляем, что Якутия стала первым субъектом России, где на региональном уровне принят стратегический документ концепции развития креативной экономики до 2025 года. Она является основой работы по выстраиванию нового системного подхода для развития с опорой на несырьевой сектор, на интеллектуальные и творческие отрасли. Уверен, что именно в раскрытии талантов своих жителей путь к процветанию Якутска. Это абсолютно очевидно. Ведь даже если посмотреть невероятные успехи наших якутских IT-компаний, киноиндустрии, они ведь вышли сегодня уже далеко за пределы и региона, и даже страны. Флагманские компании InDriver, Майтона, они обеспечивают рабочие места уже сегодня по всему миру. Их продукты пользуются успехом среди миллионов людей из самых разных точек Земли. Более того, я очень рад, что у нас каждым годом появляются и новые успешные компании, например, вот как «Фантастик», который здесь присутствует, братья Готовцева. Ну, я уже говорил об этом, они вот сейчас уже практически закончили разработку крупнейшего проекта онлайн-игры «Ведай Бифо». Ну, точный релиз его ждут геймеры во всем мире, так? Ну и я уверен, что эта игра точно «Фантастик» выведет на очень высокий уровень. Ну и за ним появятся еще другие компании. В последние годы наши фильмы получают все новые и новые, самые престижные награды и номинации российских международных фестивалей. Я уверен, что до 50-го года якутские фильмы получат и «Оскар», и «Золотую пальмовую ветвь» в Каннского фестиваля, потому что количество переходит в качество. Я помню встречу в 2012 году, когда после такой хорошей тоже встречи с кинематографистами якутскими я им посоветовал, поддержал их идею в стремлении как раз получить какой-то крупнейший приз на каком-то из международных кинофестивалей. Тогда все они очень громко смеялись. Вот. В 2018 году, как раз перед уходом с поста главы города, я их поздравлял, наших кинематографистов, с победой, получением гран-при Московского международного кинофестиваля. Об этом мы в 2012 году и не мечтали. Так? Но вот в конце я им пожелал победить на Каннах или получить «Оскар», так они уже не смеялись, они уже над этим работают. Я уверен, что, вот еще раз говорю, талант, помноженный на предприимчивость наших таких кинематографистов, на их идейность, так, он точно позволит в этом вопросе якутское кино прославить на весь мир. Более того, оно из такого артхаусного кино, каким оно сегодня является, оно все больше и больше становится коммерчески привлекательным. И вот сейчас на той неделе якутского кино, которая проходила в Москве, на многие сеансы просто билетов не было. Креативные индустрии на самом деле уже сегодня вносят достаточно значительный вклад в развитие нашей экономики. Их совокупная доля в валовом региональном продукте составляет уже порядка 2%. Это более 2500 индивидуальных предпринимателей, организаций, в которых занято более 13 тысяч человек. Большинство из них живут и работают в столице. И, конечно же, необходимо обеспечить все условия для того, чтобы эти отрасли вносили еще больший вклад в рост регионального продукта и способствовали динамичному развитию Якутска.
Новая экономика города, основанная на интеллектуальном творческом потенциале горожан, конечно же, должна стать таким мощнейшим драйвером для развития малого бизнеса столицы. Бизнес-сообщество быстро и эффективно на самом деле отвечает на меры поддержки и стимулирования. Вот я помню, что мы с 2012 по 2017 год удвоили практически долю налогов от предпринимательства в казну города. Когда я пришел, там чуть менее миллиарда было, уходил уже свыше 2 миллиардов. При том, что мы налоги не повышали ни разу практически. Это впечатляющий рост, и он говорит о мощном предпринимательском потенциале жителей Якутска при правильной поддержке со стороны власти. Нам необходимо продолжать создавать условия для коммерциализации идей и продвижения стартапов. Перед нами стоит стратегическая цель в ускоренном темпе пройти путь развития, через который прошли те же восточноазиатские тигры. Таким образом, не менее приоритетным, чем логистический хаб, является формирование креативного сегмента экономики Якутска. Уверен, он станет инновационным и экономическим драйвером Якутска и всей республики в ближайшие десятилетия. Ведь если посмотреть, то мировой рынок медиа и развлечений, он сегодня составляет уже свыше 2 триллионов 100 миллиардов долларов. Ну, если для сравнения, весь мировой рынок ювелирных изделий, он почти в 10 раз меньше. И Якутск, конечно же, может занять на этом огромном рынке свою достойную долю. Ведь здесь, на наш взгляд, системообразующим проектом должен стать «Квартал труда», крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер, где на площади более 13 тысяч квадратных метров будет и должна быть создана инфраструктура для творческих проектов в области анимации, компьютерной графики, музыки, дизайна. Значительным бизнес-потенциалом обладают ремесла Якутии. Сегодня в этой сфере занято свыше 4000 мастеров, ювелиров, косторезов, кузнецов, мастеров шитья и резчиков по дереву. И многие из них, опять же, живут в Якутске. Здесь у них самый большой рынок продукции. И самобытность и уникальность наших народных ремесел могут вызвать серьезный синергетический эффект, в том числе и в сфере туризма. И задача города здесь – это обратить неисчерпаемый потенциал уже в конкурентоспособный бизнес. Конечно, для таких глобальных метаморфоз необходимы компетенции, талант может и не проявиться, может и зачахнуть без возможности его материализовать. Поэтому еще одна роль, еще одно ключевое направление для Якутска – это его развитие как центра компетенций, центра всеобщего и непрерывного образования. Суть этой идеи абсолютно понятна. Только знания можно победить, добиться личного и общественного успеха. Город будет развиваться только в том случае, если каждый житель с малых лет и в пожилом возрасте будет стремиться к образованию, к новым знаниям и компетенциям. При этом мы должны создавать такие условия, чтобы эти компетенции были востребованы именно в родном городе, чтобы высококлассные специалисты не были рекрутированы в другие города и другие страны. Борьба за лучшее мы будет только ужесточаться, и Якутск здесь должен быть победителем. И именно на эту конкуренцию заточена стратегия формирования креативной экономики, экономики знаний и интеллекта. Самые передовые знания, научные азы должны быть доступны детям уже, даже не со школьной, а может быть даже уже с детсадовской скамьи. Сегодня достаточно трудно говорить об этом. Многие городские школы у нас переполнены, их не хватает еще и в ряде районов города детских садов. Поэтому снова необходимо объявить приоритет строительства образовательных учреждений в Якутске, привлекая ресурсы государства, привлекая ресурсы бизнеса. Строить надо в районах новой застройки, на территориях реновации бывших промзон. Главное, надо создавать школы нового типа, со всеми условиями для всестороннего развития детей, чтобы каждый юный житель столицы имел возможность раскрыть свой талант и свои способности. Мы начали работы по трансформации наших университетов. Родной наш Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова сделал ставку на то, чтобы каждый студент обладал навыками предпринимательства. Конечно, не все станут в будущем основателями компаний, но, знаете, предпринимательские навыки, они нужны всем. И производственникам, и ученым, и даже чиновникам. Также в прошлом году, например, Актийский государственный институт культуры и искусств принял новую стратегию, согласно которой теперь он будет развиваться как университет креативных индустрий. Университеты уже сегодня являются неотъемлемой частью креативной экосистемы, обеспечивают кадрами IT-компании, кинокомпании, выпускают программистов, дизайнеров, художников, актеров и других специалистов. Центром развития компетенций, конечно же, должна, на мой взгляд, стать и северная часть долины Туймада. В целом, будущее Кангалас мне видится как развитие территории инноваций и образования, некий наукоград. Здесь должен быть создан суперкампус, крупнейший интегративный образовательный комплекс среднего профессионального образования,
а Кангаласы станут территорией возможностей и непрерывного развития, территорией внедрения инновационных разработок в производстве и в жизнь. Таким образом, наша цель – создать креативный кластер, который будет формировать человеческий капитал, обладающий максимальной гибкостью, высокой креативностью, готовый к самостоятельному действию, командной работе, способный работать в разных культурах и с разными технологическими средами. Еще раз подчеркну, в основе этой идеи всеобщее и непрерывное образование. Пандемия ковида, она принесла миру, конечно же, серьезнейший ущерб, огромные риски и потери. Но при этом, как и любой глобальный кризис, пандемия открыла и новые возможности. В первую очередь подтвердила актуальность и приоритет цифровизации всех сфер экономики и социальной жизни. Это особенно важно для такого города, как Якутск, для всей нашей республики, где огромные расстояния, низкая транспортная связность всегда были основным тормозом для дальнейшего развития. Сегодня цифровизация дает нам уникальную в истории нашей цивилизации ситуацию, когда мы имеем равные возможности с наиболее развитыми регионами мира. Важно понимать, что сейчас благодаря цифровой трансформации все мы имеем одинаковый доступ к новым знаниям и возможностям их применения. Здесь нужны только воля и стремление. Глобальная угроза вообще в целом мире ускорила понимание того, что будущее на самом деле за суперинтеллектуальным обществом. В Японии, к примеру, уже реализуется концепция развития японского общества, получившая название «Общество 5.0». Эта концепция ставит своей целью сделать жизнь человека удобной и полноценной, а инновации – безопасными и экологичными на основе интеграции физического и цифрового пространства. Благодаря массовому распространению технологий работы с бигдата, интернета вещей, искусственного интеллекта, мы сможем решать уже различные значимые социальные проблемы города. Многие мегаполисы мира уже сегодня активно инвестируют свои ресурсы в формирование умного города, который использует искусственный интеллект для общественного блага. Нет сомнений, что таким же путем должен идти и Якутск. Возьмем простой и близкий всем пример – это управление городским движением. Парк автотранспортных средств в Якутске растет с каждым днем, и искусственный интеллект на первых порах мог бы, хотя бы анализируя информацию об особенностях движения транспорта, максимализировать пропускную способность наших дорог. Искусственный интеллект может найти применение в любой отрасли, начиная от прогнозирования потребностей в детских садах и заканчивая уже персонализированными медицинскими услугами. Уже сегодня мы должны начать активно внедрять высокотехнологичные решения при планировании городского пространства, чтобы построить комфортную и безопасную среду завтрашнего дня. Например, та же установка мусорных контейнеров ультразвуковых сенсоров для контроля их наполненности позволила передавать актуальную информацию операторам. Благодаря этому можно было бы добиться оптимизации маршрутов мусороуборочных машин и значительно сократить время на сбор мусора. И таких примеров просто десятки, если не сотни. Я уверен, что интеграция физического и цифрового пространства позволит будущему Якутску не отставать от мировых столиц. Ведь тогда наши сложные физико-географические условия, которые, еще раз говорю, веками являлись для нас главным тормозом, они, наоборот, могут стать и главным преимуществом в конкурентной борьбе за уникальность. Главная ценность Якутска, на мой взгляд, конечно же, это уникальное переплетение культур. Наш город является родным для представителей многих народов, которые родились здесь, приехали сюда работать и жить. Все они и создают душу Якутска, многоликую и от этого безгранично сильную и очень одухотворенную. Устойчивость развития Якутска напрямую зависит от распространения принципов толерантности в обществе. Лишь сообща можно достичь условий для развития в наших северных природных условиях. Без взаимоуважения, без поддержания сущности нашего многообразия Якутск, как и любой другой город, утратит динамику и будет обречен на стагнацию. Однако, к сожалению, богатейшая история самого старого города Дальнего Востока, ее легенда, она, к сожалению, сегодня никак не отражена в облике Якутска. Сегодня он пока еще все равно выглядит как любой другой город в других регионах нашей страны. Перед Якутском здесь стоит важнейшая задача разработка нового мастер-плана, реализация дизайн-кода города. Выполнение этой задачи требует самого бережного подхода к культурному наследию для восстановления и сохранения исторической уникальности Якутска. Возвращение облика города к истокам – это важные условия сохранения самобытности. Однако мы также должны развивать и новые направления в городском планировании, которые бы учитывали наши климатические особенности.
Планирование развития самого холодного крупного города в мире должно учитывать данные мерзлотных исследований. Мы должны не только исследовать динамику вечной мерзлоты, но уже должны научиться управлять этим процессом, применяя новые строительные технологии для адаптации к изменениям климата. Я уверен, что потенциал якутской науки позволяет развивать это направление сегодня. Наша географическая позиция должна находить отражение не только в строительстве, но и в культурном коде столицы, да и в нас самих. Связь нашего народа со своей культурой, потребность в национальном самоопределении, она очень сильна. Но в условиях нарастающей глобализации мы должны переосмыслить свою геокультурную идентичность. В свете заявления президента России о том, что особую ценность для страны представляет все происходящее на севере, в Арктике, новая геокультурная идентичность Якутии, и в том числе Якутска, конечно же, может быть прощена как парадигма развития арктического пространства. В этом смысле перед столицей стоит глобальная задача сохранения и приумножения самобытного культурно-языкового наследия проживающих в ней народов. И мы пока в этом преуспеваем. Сегодня ни один северный город не может похвастаться таким же культурно-языковым разнообразием, как Якутск. Якутск должен и может транслировать систему ценностей, основанную на сочетании традиционной культуры народов Севера и глобальных инноваций. Именно этот принцип заложен в проект строительства Арктического центра эпоса и искусств. Его создание и будущая деятельность, как крупнейшего во всей мировой Арктике культурного центра, усилит глобальную миссию нашей столицы и ее судьбоносное предназначение – хранительницы культуры, языков коренных народов всего циркумполярного пространства нашей планеты. Реализация смелых проектов, бережное отношение к богатому культурному наследию и истории сделает наш город уникальнейшей территориальной единицей арктического мира. И я убежден, что Якутск будет по праву признаваться во всем мире как культурная столица Арктики. В 2020 году мы оказались в новой реальности, которая заставила нас пересмотреть все наши подходы к заботе о здоровье населения. Главное – это жизнь, благополучие и успех отдельного человека, которые невозможны без здоровья. Я считаю, что здоровье каждого жителя является важнейшим ориентиром в развитии городской среды. Год здоровья, объявленный в республике, должен задать новый стандарт здоровой среды. Множество факторов жизни в городе напрямую влияет на физическое и духовное здоровье человека. От благополучия жителей зависит и сам город как бесконечно растущий и меняющийся живой организм. Все это должно быть объектом пристального внимания и планирования будущего города. Доступность и качество медицинского обслуживания, забота о здоровье горожан всех возрастов должна стать визитной карточкой Якутска. Сегодня в Якутске реализуется широкий план строительства высокотехнологичной медицинской инфраструктуры. План включает в себя создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе современных информационных систем. Цифровая трансформация нашего здравоохранения на основе последних научных данных позволит создать новую систему персонализированной медицины, ориентированную на особенности каждого отдельного человека. Человекоориентированная медицина, нацеленная на предупреждение болезней, на обеспечение здорового долголетия каждого горожанина, таким я вижу общественное здравоохранение столицы. Более того, в интересах здоровья может быть использован наш сильнейший биопотенциал. Богатство якутской природы обладает огромным ресурсом для коммерциализации достижений нашей науки. В будущем Якутск может стать и крупным экспортером биотехнологической, фармацевтической, косметической продукции. Основой развития в данном направлении может стать формирование якутского биотехнологического кластера для генерирования инновационных проектов. Но самое главное, именно столица обязана формировать новую культуру, которая внесет глубокие коренные преобразования в создание условий для здоровой жизни людей во всей нашей республике. Друзья, сегодня мы смотрим в будущее и ставим цели развития нашей родной Якутии как республики с высокими стандартами развития жизненной среды, новым качеством благоустройства, экологии, сферы культуры, досуга в городах и селах. Якутяне достойны этого, я в этом глубочайшим образом убежден. Я убежден также в том, что республика и ее столица, они едины, что город Якутск – это центр притяжения всех якутян, служит эталоном формирования нового качества жизни на всей огромной территории республики. Я верю, что наш исторически уникальный Якутск будет городом счастливых и успешных людей. Для этого, конечно же, важно, чтобы честность и достоинство были главным критерием в управлении его развитием. Я уверен, что Якутск и дальше будут возглавлять молодые, высокообразованные, современные лидеры, смелые и ответственные. Я сегодня поделился с вами неким количеством своих мыслей о будущем Якутска. Это далеко не стратегия развития Якутска,
Это не проект социально-экономического развития. Это мое видение как человека, который давно занимается, на самом деле, вопросами пространственного развития территорий, который имеет опыт общения, сотрудничества с крупнейшими мировыми лидерами в этой области. Возможно, я подумаю вот после сегодняшней нашей лекции, после сегодняшнего разговора о том, чтобы мы будем так встречаться, в том числе для того, чтобы поделиться видением будущего уже и всей нашей республики. Спасибо за ваше внимание. Готов ответить на вопросы. Спасибо, Арсений Сергеевич. У нас очень сильные миграционные потоки. Да, я помню еще в конце 90-х, в начале нулевых, когда работал в молодежной политике, говорили, надо, чтобы как-то делать так, чтобы в районах люди тоже ехали в районы, да, особенно молодые специалисты. Были проекты там «Земский доктор», и они есть сейчас, эти проекты. Но вообще в целом со временем понимаю, что урбанизация идет. Это тренд не только в Якутии, это в мире. То есть если 100 лет назад 80% населения жило в деревне, 20% в городе, то сейчас стремительно идет к тому, что больше населения переезжает в город, и мы видим, как миграционные потоки, что из наших районов тоже очень сильно переезжает в Якутск. Поэтому влияние Якутска на развитие республики очень важное, оно очень сильное. Но вот случилась пандемия, да, и вот очень много людей сидело во время пандемии в изоляции и начали ценить типа частный дом, да, и очень много людей стало выезжать за город, да, и как-то, на ваш взгляд, вообще в 50-м году какой будет расклад? Безусловно, процессы урбанизации – это глобальные процессы, и они будут продолжаться. Тут не надо строить иллюзии, что у нас этот процесс остановится, но, как говорят те же, опять же, футурологи, специалисты в урбанистике, они говорят о том, что соотношение, вот ты сказал, Толя, 80/20 было, так, оно будет таким же, но уже с точностью до наоборот, то есть 80 в городах, 20 на селе. Сегодня, на самом деле, наверное, уже в крупных развитых странах мира, наверное, такое соотношение уже сегодня есть. Что касается нашей республики, я на самом деле не боюсь миграции. Из деревень в город Якутск, потому что в последние годы есть устойчивый также тренд и обратный, что многие люди в силу разных обстоятельств, жизненных, каких-то профессиональных и так далее, хотят переехать обратно в деревню, там поселиться и работают. И очень я много встречаю молодых специалистов на селе, фермеров, работающих в бюджетной сфере, предпринимателей, которые жили в Якутске, но вот сейчас в силу разных причин переехали в свои родные села, и им очень там нравится, они просто счастливы. Такой процесс идет, и не надо здесь его искусственно тормозить или подталкивать. Моя главная задача, чтобы люди в любой точке Якутии имели возможности равные с теми, какие есть у нас. Конечно, понятно, что медицинские услуги в городе и на селе будут разные, но любые базовые услуги человек должен получать. И образование, культура, спорт – вот это наша главная задача. Меня зовут Горохов Кирилл. У меня имеется вопрос по упомянутой вами теме перспектив развития аэропорта города Якутска. Очень хотелось бы услышать ваше мнение о инициативе и старом проекте, достаточно переносе этого самого аэропорта из Якутска в иное место. Спасибо. Когда аэропорт города Якутска строился именно там, где он сейчас стоит, никто не думал, что в Якутске будет жить 350 тысяч человек. И далекая окраина, уже находящаяся даже за чертой города, сейчас уже со всех сторон практически окружена жилой застройкой. Я думаю, что вот как раз где-то к 40-му и 50-му годам, а может даже раньше, так, лет через 15, уже возникнут реальные проекты по переносу аэропорта на новые территории. Вот потому что если Якутск будет развиваться вот так, как он развивается сейчас, и с точки зрения увеличения количества людей, с точки зрения развития экономики, с точки зрения появления новых технологий, то, конечно же, этот вопрос будет уже подниматься и наверняка будет решаться. Меня зовут Егорова Анна Павловна. Я учитель первой школы. Генпрокуратура подала исковое заявление в отношении окружной администрации о том, что место, где находится здание, где находится первая школа, аварийное, и детей необходимо будет расселить после решения суда. И вот мы, родители и учителя, очень обеспокоены тем, где мы будем находиться после решения суда. Дети – самое главное, и вопросы первой школы мы, конечно же, будем решать. Здесь должно быть построено новое здание, раз так,
и школа должна быть сохранена. Другой вопрос, конечно, что с точки зрения наличия свободной территории у нас построить большую школу прямо вот на том месте, где стоит сегодня первая школа, конечно, у нас возможности не будет. Поэтому будем вот с Евгением Николаевичем думать и обязательно решать эту задачу. Меня зовут Матвеева Елизавета, я ученица из физико-технического лицея. Одним из основных направлений развития всего мира является решение экологических проблем. Весь цивилизованный мир уже перерабатывает свои отходы, а у нас же все сваливается на свалку. В Якутске уже есть предприниматели, которые занимаются переработкой мусора. А когда в республике будет внедрена система переработки? Спасибо. В год здоровья самый большой вклад, который смогут внести вот наши коммунальщики, так, это если старая свалка города Якутска будет закрыта и откроется новый полигон. Для этого, конечно, надо очень много работать. При этом абсолютно согласен с вами, что мы должны значительную часть мусора, который у нас производится на территории города, перерабатывать. Вот. До 60% точно можно это уже в ближайшие годы обеспечить. Ну а дальше уже с развитием технологий, может быть, мы еще большую степень переработки сможем создать. Что касается сжигания мусора, да, здесь я бы с вами не согласился, потому что если он, конечно, будет гореть, как сейчас горит свалка города Якутска, то, конечно, в воздух будут подниматься там десятки, сотни тысяч тонн разных вредных веществ по всей республике. Но мы же должны понимать, что сегодня существуют технологии того же сжигания, которые происходят при таких температурах, когда никаких вредных веществ практически не остается. И такие технологии тоже есть. Ну и вот представьте себе, например, ладно, Якутск, мы здесь, конечно, должны стремиться к переработке. Здесь вопросов вообще нет. Но возьмемте наши арктические села, в которых живет 200-300 человек, в которых нет никаких дорог. Вот детям из Якутска это очень трудно представить, наверное, сейчас уже, да, но реально у нас населенных пунктов, в которых отсутствует всякое круглогодичное транспортное сообщение с другими территориями, у нас, к сожалению, даже не десятки, а сотни. И что они там будут перерабатывать? Тот мусор, который они там начнут перерабатывать, он будет просто на вес даже дороже, чем золото, наверное. Вот. Понятно, что если будут современные инновационные технологии того же сжигания мусора без выбросов всяких вредных веществ, то это, наоборот, надо приветствовать и вот как раз в таких труднодоступных территориях использовать. Обращаясь к Клабхаусу, поднимите руки. Вот давайте дадим ребятам возможность. Так, invite to speak. Алексей Павлов. Возникла у всех одна проблема о том, что если они что-то хотят делать, скажем, какой-то режиссер хочет какую-то постановку делать и так далее, да, современную, молодых, нету возможности реализовать это за счет того, что все существующие площадки, они всегда больше склонены к коммерческим проектам и склонены на аренду, да. А те площадки, которые есть, они, алкоголь и тому подобное, они не позволяют ту аудиторию сюда привести. Вот для этих ребят, например, что-то будет, какая-нибудь поддержка. Большое спасибо, что слушал, большое спасибо за вопрос. Я считаю, что вот как раз поддержкой таких ребят, талантливых ребят, безусловно, вот как раз наш креативный кластер, который будет создаваться у нас в квартале труда, он обязательно будет заниматься. Вот как раз креативный кластер. Как раз предоставлять такие площадки для того, чтобы наши молодые ребята работали там, во-первых. Во-вторых, вот свои какие-то, если есть наработки, представляли и не боялись ошибаться. Потому что, к сожалению, вот у нас это вообще есть в нашем менталитете, что ли, да, мы очень боимся ошибиться, да, ошибаться не страшно. Вот. Ничего страшного в этом нет, можно ошибиться, потом встать и совершить еще новый скачок. И как есть же хорошая русская поговорка: за одного битого двух небитых дают. Поэтому я уверен, что вот такая поддержка к нами будет оказываться для того, чтобы мы такую молодежь уже со школьных парт воспитывали. В прошлый раз тоже проводил большое совещание. В парке будущих поколений у нас будет построен, вот я его все время пытался называть якутским Хогвартсом, так, здание, где детей будут учить становиться волшебниками, но, правда, сказали, что из-за интеллектуальной собственности
у нас такое название не пойдет, но как раз я думаю, что с участием креативной нашей молодежи мы название придумаем. А реально мы на самом деле хотим там, чтобы наши школьники, наши дети учились становиться волшебниками, потому что креативная индустрия – это как раз волшебство. Уверен, что и твой талант фотографа как раз будет там востребован, и твое искусство там как раз позволит вырастать новым Алексеем Павловым в нашей республике и в мире. Меня зовут Александр Вайхал, я ученик физико-технического лицея имени Ларионова. Ну, я полностью согласен с вами о том, что медицина – это одна из ключевых задач для развития города, для развития, как бы, получается, для сохранения здоровья людей. А люди – это главная часть города, получается, ну и вообще всего общества. И вот у меня вопрос. Как будет решаться вопрос с пылью в городе? Потому что у нас, получается, на дорогу сыпят много песка, и все это образует много пыли. Я уверен, что эту проблему можно решить. Но эту проблему невозможно решить, знаете, вот таким наскоком, там, знаете, есть у нас там горе-политики, которые в жизни больше 10 классов ничего не закончили, так, а мечтают, что они умеют, точнее, лучше всех управлять городом. Да? Это вот такие люди точно дискредитируют вообще любую идею даже выбора. А вот по городу без пыли самый правильный, самый единственно возможный способ, да, это максимальное покрытие искусственными поверхностями открытых пространств в городе. То есть мы должны оставлять парки, мы должны оставлять газоны, а вот гравийные улицы, вот эти пустыри, на которых ничего не лежит, просто там пыль летает, да, вот они все должны быть полностью закрыты разными поверхностями, начиная от асфальта, бетона, плитками. Если надо, где-то, может быть, какие-то деревянными, там, красивыми тоже тротуарами, тоже делается в общественных пространствах. Но мы должны максимально закрывать. Я ездил по миру, я встречался с лучшими мэрами мира. Слава богу, я имею опыт работы вот во Всемирной организации объединенных городов и местных властей, и имел счастье вот с людьми общаться, которые, ну, реально, это гуру развития мировой урбанистики, лучшие руководители городов, люди-легенды, которые города свои превращали в город-сад, и у них у всех один подход. Вот мы должны максимальное количество открытого пространства закрывать газонами, деревьями, цветами или искусственными поверхностями. Никоим образом не оставлять просто вот гравийные дороги, просто открытые пустыри, потому что это точно источник пыли, который невозможно будет убрать. В дополнение скажу то, что вот хорошим решением будет наладить систему водоотведения, которая необходима в городе. Тогда та пыль, которая могла бы уходить с водой в водосточную систему, потом была бы убрана и, значит, было бы чище после дождя. Это раз. Второе, значит, у нас необходимо внести новые регламенты в жизнедеятельности человека, застройщиков, в жизнедеятельности производственных организаций. Тут примеры есть во всех крупных городах. Это мойки колес, например, когда техника выезжает со строительной площадки. Второе, безусловно, это наведение порядка в наших дворовых территориях. Там, где у нас лежит открытый грунт, поднялся ветер и, соответственно, пыль в этом. Ну и, соответственно, третий подход, который мы как городское хозяйство для себя должны применить, это найти способ уйти от речного песка при подсыпке дорог в зимнее время. За прошлый год 27 тысяч кубических метров песка было посыпано на наши дороги как антигололедный материал. Безусловно, песок является одним из составных частей и базовых основ, которые мы посыпаем на дороге, возникновения пыли и той самой мелкодисперсионной, которая очень вредна для здоровья человека и способствует респираторным заболеваниям. Есть мировая практика и опыт применения гранитной крошки, всеразличных вариантов применения камней, дробления их. Многие ездят в деревни, да, и я сам езжу в Арктический улус, получается, на самолете, потому что дороги туда нет. И вот у меня вопрос. Получается, чтобы полететь в мою деревню, это Верхоянский улус, мне надо потратить в один конец порядка 20 тысяч, чтобы увидеться с родными, на сенокос и так далее. И как будет решаться именно проблема таких дорогих тарифов? Спасибо. Абсолютно жизненный текущий вопрос. Вопрос можно решить, если мы комплексно реализуем
концепцию вот снижения стоимости как раз авиатарифов по двум направлениям. Первое, если мы будем датировать топливо, потому что пока топливо будет закуплено и довезено до того же Батагая, оно становится просто уже очень дорогим. Так? И второе, если мы обнулим стоимости авиационных сборов, аэропортовых сборов в наших малых аэропортах. Вот требования по аэропорту Батагая точно такие же, как и аэропорту города Якутска с точки зрения вопросов безопасности. И поэтому нагрузка на сам по себе стоимостная, представьте себе аэропорт Якутска, где каждый день у нас десятки вылетов, так, и аэропорт Батагая, куда из Якутска в неделю самолет прилетает несколько раз. Вот. Конечно же, в конечном итоге, если в стоимости билета из Москвы в Якутск, например, стоимость аэропортовых сборов около 1-2%, не более, так, то в стоимости билета из Батагая сюда он 18%, аэропортовый сбор. Вот ваших 20 тысяч, как раз 4 тысячи, это просто сборы за то, что самолет сел и взлетел, если так по-простому говорить. И я вышел уже с этим предложением на федеральное правительство, оно сейчас изучается, чтобы мы, первое, обнулили эти аэропортовые сборы, просто аэропортам по смете платили деньги из бюджета, а второе, чтобы во всех аэропортах Дальнего Востока была одна стоимость топлива. При этом перевозку вот как раз из нефтеперерабатывающих заводов до аэропортов, транспортную составляющую, как раз могло бы датировать государство. Вот только реализация двух этих пунктов, она способна стоимость авиатарифов на Дальнем Востоке по местным рейсам сократить в 2 раза. Вот. Поэтому мы этим будем заниматься. Сейчас тем более же еще новая у нас беда прилетела. Вы же знаете прекрасно, что решением президента страны дали субсидию для дальневосточников, чтобы не только льготные категории, молодежь и старшее поколение летали за дешево, так, но и все население могло иметь такую возможность. А не очень, скажем так, правильно поняв это, в Минтрансе России из 21 маршрута дальневосточного деньги дали только на 10, например. А остальные все пролетели, в том числе и Якутск-Москва. Вот. Абсолютно нелогичное решение, никакой методики нет, просто, знаете, у меня возникает мысль, что просто по алфавиту посмотрели и самым последним, читая Якутск, например, просто их вычеркнули. И еще несколько. Вот. Никаких объяснений нету. Так? Вот сейчас мы подключились туда, и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Петрович Трутнев нас поддерживает очень серьезно. Так? И наш депутат Данчика Галина Кедина с руководителями правительства уже ходила в Минтранс, ставила этот вопрос. Мы будем его решать. Беспилотный транспорт, автомобильный, беспилотный морской транспорт, речной транспорт, воздушный транспорт – это то, что мы с вами увидим уже к 50-му году точно. А скорее всего в ближайшие 10 лет. Очень сильно повысит мобильность людей. Так, тут очень много рук поднятых. Ребят, кто сидит в Клабхаусе, поднимайте руки. Меня зовут Николай Мартынов, общественник города Якутск. Хотелось бы задать такой вопрос. Мы сейчас говорим о 2050 даже году, да? Вопрос о собаках. Как вы считаете, как вы видите решение вопроса с собаками, вообще с домашними животными? В идеале, наверное, в 2050 году как он будет решен и как он будет выглядеть, ваше видение? Безусловно, тема безнадзорных животных, так, она, к сожалению, опять у нас попала в повестку. Я помню выборы 2012 года свои, когда первый раз избирался главой города Якутска, у меня было свыше 100 встреч, и на всех них этот вопрос звучал. Тогда это точно была главная проблема наряду с детскими садами. Во-первых, конечно же, я, знаете, согласен с тем, что все-таки убивать собак – это неправильно. Мы в ответе за тех, кого приучили. В свое время тоже достаточно критически к этому относился, но после встречи со многими настоящими зоозащитниками, с теми, кто реально собаками занимается, в том числе с ведущими российскими актерами, такими как Ермольник, Миронов, Броневицкая, я поменял свои взгляды в этой части и считаю, что подход, конечно, должен быть максимально гуманным. Другой вопрос, что мы, как государство, как и в том числе и муниципалитеты, должны максимально этому способствовать. То есть отлов собак, стерилизация и их выпуск обратно. В принципе, в мире, там, где это сделали, в принципе, и агрессивность собак падает, и их само по себе становится чуть меньше. Но при этом, конечно же, это может привести успех только в том случае, если собак бездомных не будет больше. А если каждый год их тысячами на улицу выбрасывать, сколько их там
не отлавливай, не стерилизуй, не ставь приюты. Ну, в конечном итоге это просто бюджет города будет весь туда уходить. Вот. Поэтому, конечно же, ответственное отношение к собакам – это обязательно. И с этой точки зрения, ну, сегодня все механизмы есть, и чипирование собак, и контроль за ними, так, и ответственность уже хозяев очень серьезно выросла. Поэтому я очень надеюсь, что городские власти здесь порядок наведут. Мы их всегда будем в этом поддерживать. Вот. Ну а если смотреть уже дальше, там, до 50-го года, я уверен, что к тому времени у нас должна быть такая экосистема выстроена, да, в городе, что речи о безнадзорных животных быть не может. Я дополню, Арсений Сергеевич, хочу сказать, что есть программа АПК-БГ, это аппаратный программный комплекс «Безопасный город», который, ну, как в Москве, будет пронизан весь город видеонаблюдением, причем видеонаблюдением умным, да, на основе искусственного интеллекта, который будет отслеживать различные нарушения, в том числе и вот когда видно будет скопление собак, то есть это тоже будет передаваться и для быстрого реагирования городских служб. Коллеги, еще вопросы? Меня зовут Марков Марсель, я ученик 10 класса физико-технического лицея. Благодарю вас за такую интересную лекцию. Мы поговорили сегодня о таких качественных развитиях города, и, соответственно, возникает такой резонный вопрос, откуда брать деньги. Может ли наша республика, вот, основываясь на своем статусе республики, на примере, как, допустим, Республики Татарстан, продвинуть закон, который постановит принадлежность природных ресурсов народу и будет пополнять тем самым бюджет на развитие? Спасибо. Ну, на самом деле в Татарстане такого закона нет. Мы живем в одном государстве, федеративном государстве. Некие отличия могут быть, и, конечно, статус республики – это очень важный, очень серьезный статус, которым мы все дорожим и гордимся. Вместе с тем, говорить, что благодаря статусу республики там можно на территории республики российские законы поменять, это об этом не надо говорить. Так не будет. Мы живем, еще раз говорю, в едином государстве. Вот. Но при всем при этом, конечно же, ну, абсолютно правильный, закономерный вопрос, а на что мы, откуда возьмем деньги? Деньги мы с вами должны заработать. Вот самое плохое, что у нас порой вот проскальзывает, да, что мы вот здесь живем, и за это нам должны деньги платить. Вы знаете, вот я всегда встречаюсь вот с людьми, да, и они мне говорят, вот мы здесь живем, на северах нам должны платить за то, что мы здесь живем. Коллеги, так уже не будет. И так не должно быть. Мы живем здесь, потому что это наша Родина, потому что мы эту землю любим, потому что мы хотим, чтобы эта земля, реально вот эта земля, была лучшей территорией в мире. Также мы все для этого готовы сделать. Но для этого надо работать. Будем работать, мы найдем деньги. Тот же мост, да, вот, хотя много пишут про него, но 2 года назад вообще никто не верил, что мост может быть вообще переведен в плоскость практической реализации. В условиях вот, тотального кризиса, который в мире идет, в России идет, в экономике. Мне говорили, Арсений Сергеевич, ты зачем эту тему поднимаешь? Да ты что, ничего не получится. Вот. Но мы же все равно вот собрали этот пазл, и он реально сегодня уже сложился. Мы реально начнем в этом году уже строительные работы по первому этапу строительства моста. И я уверен, что он уже в ближайшие годы здесь появится. Понимаете, просто надо работать каждому на своем месте и работать в общих интересах, в интересах всего общества. Мы, наоборот, должны быть максимально синхронизированы. Власти республики, власти города, общество города, бизнес города, для того, чтобы вот эти задачи, о которых я говорил, и которые еще можно дополнять, решали вместе. Понимаете, каждый в отдельности, лебедь, рак и щука, вот я об этом тоже сегодня в лекции пытался сказать, в Якутске точно не будет развиваться. Он будет стагнировать, а стагнация в наших условиях – это сразу же деградация. Особенность вот наших, еще раз говорю, суровейших природно-климатических условий. Мы, наоборот, должны быть максимально вот едины для того, чтобы решать общие задачи, чтобы люди здесь жили лучше. Вот. А деньги что? Деньги, я еще раз говорю, это в современном мире денег море. Просто надо уметь работать, уметь зарабатывать и привлекать сюда инвестиции. И не бояться, что там кто-то приедет, нас всех купит, там, так далее. Ну, придут сюда крупнейшие корпорации мировые, построят здесь там свои какие-то офисы, построят здания. Ну, куда они их увезут? Они же здесь и останутся. И здесь же будут работать наши ребята. Меня зовут Едреев Данил, я ученик 10 класса физико-технического лицея. Как вы отметили, количество личного транспорта
возросло в 6 раз по сравнению с началом 21 века. И если замена общественного транспорта на более экологически чистые виды пройдет, скажем, менее болезненно для горожан, то замена личного транспорта может встретить такое препятствие, как высокая стоимость. И мне бы хотелось узнать ваше мнение по поводу того, стоит ли городу или региону стимулировать граждан, чтобы они переходили на экологически чистые виды, как в европейских странах. По общественному транспорту я очень надеюсь, что у города вот эта программа перевода общественного транспорта на экологичные виды топлива, так, на газомоторное топливо и, может, даже уже на электричество, оно в ближайшие годы уже начнет реально реализовываться. Что касается личного транспорта, я здесь тоже вас поддерживаю, что, конечно, государство и муниципалитет в силу возможностей должны стимулировать. Мы как можем стимулировать? Не датировать там покупку, да, но через снижение транспортного налога, а даже его обнуление, так, при переводе на газомоторное топливо, например, при снижении каких-то при снижении стоимости парковки той же для того или иного вида топлива, я уверен, что мы такие механизмы найдем. Например, тот же перевод с двигателя внутреннего сгорания, с бензина на газ, тоже можно каким-то образом субсидировать. Такие механизмы есть, и мы их будем обязательно применять. Потому что точно понятно, что быстрейший перевод на экологичные виды топлива, он для нас очень важен. Яконов Алексей, я житель города Якутска. Вот, Александр Сергеевич, вы сказали, что жизнь диктует новые правила, что, значит, пришло время непрерывного обучения, и сейчас чаще всего звучат темы хай-тек, IT, и в городе у нас уже IT-парк, технопарк, и я слышал кластер креативный. Креативный. Скажите, когда мои дети ощутят эти нововведения, эту новую жизнь? Мы все должны сделать для того, чтобы это осуществилось в ближайшее время. Что касается конкретных ваших вопросов, то круглогодичный наш детский лагерь «Полярная звезда», он будет введен уже к концу 2022 года. Он уже сейчас активно строится. Квартал труда, креативный кластер мы вводим уже в этом году. До конца года он будет введен, начнет свою работу. И мы уже сейчас дали поручение, я говорил про парк будущих поколений. Мы не будем ждать, пока он будет построен окончательно, созданием и так далее, хотя я надеюсь, что в течение 3 ближайших лет это реализуется, но уже с этого года мы опять же образовательные программы под этот парк будущих поколений уже в городе Якутске запустим. Поэтому, если это уже не завтра, это уже сегодня. Максимова Юлия, я студент СФУ, и у меня такой вопрос по цифровизации, по умному городу. Какие у нас реализуются проекты? Принят план по целой дорожной карте, принят как умный город будет. Из ближайших планов точно есть это, мы участвуем в федеральном, выиграли федеральные деньги, это 400 миллионов рублей на реализацию интеллектуальной транспортной системы. Вы знаете, в Якутске светофоры у нас не отрегулированы, они не интеллектуальные. Из-за этого у нас где-то по оценке, нет, сейчас они не связаны с друг другом. Да, ничего не связано, и мы по разным оценкам из-за этого образуются пробки где-то на 25-30%. Эта программа будет реализована в ближайшие 2 года, то есть и отсюда идет очень много проектов, начиная от Евгений Николаевич уже об этом говорил, это уличное освещение, замена, да, это внедрение IoT, Internet of Things, когда мы сможем собирать данные непосредственно с счетчиков. То есть это разные различные сервисы, IT-сервисы, начиная от, как мы говорили, различных услуг, цифровизации всех услуг. То есть все услуги муниципальные, государственные, начиная как сейчас встать на очередь, доставить продукты питания или получить некую услугу, это все будет в цифровом виде. Ну и, конечно, мы должны, я как человек, отвечающий за связь,
Вот мы сейчас разговариваем с сотовыми операторами, сейчас идет полное ковровое покрытие 4G города Якутска. Ну и в плане, на самом деле, в городе Якутске, и раз уж мы говорим про будущее, и 5G тоже есть. 5G — это 1 гигабит скорость на одно устройство. То есть это тоже позволит нам внедрять в том числе и беспилотный транспорт, и другие интересные вещи. Но более подробно с программой «Умный город», чтобы не забирать время, можно ознакомиться на сайте умныйгород.рф. У нас есть парк общественного транспорта, который как бы устарел, если мягко так говорить. Это, получается, старые пазики, которые ездят на бензине, ну, некоторые на газе. Я слышал то, что в прошлом году или позапрошлом году были закуплены новые автобусы. И вот как вы считаете, вот вы сами говорили то, что личного транспорта у нас слишком много на душу населения в городе. 100 нет. Ну, получается, на каждого третьего горожанина есть личный автомобиль. И вот как вы считаете, как можно заменить личный автомобиль? Стоит ли развивать общественный транспорт, велодорожки? Спасибо, Айхал. Я так понимаю, вопрос заключается в том, как нам поменьше личного транспорта и побольше общественного, так? Ну, Сергей Семенович Собянин здесь бы просто встал бы и пожал бы тебе руку, потому что в Москве как раз вот эта политика последние годы очень активно проводится, как раз стимулирование пересадки людей на общественный транспорт. Конечно же, здесь, приветствуя вот этот подход, да, мы должны понимать, что у нас все-таки природно-климатические условия от Москвы немножко разные. Вот. И одно дело, если в Москве ты там без всякого большого напряжения можешь 300-400 метров пройти, так, от остановки до дома, так, то в условиях минус 50, например, там, или 40 даже, так, ну, это не всегда удобно. Я считаю, что, конечно же, с появлением, вот чем больше комфортных таких зон проживания, с развитием окраин города, когда услуги те же социальные, культурные, досуговые можно будет смело получать в любой точке нашего города, конечно же, наверное, общественный транспорт будет превалировать. Вот. Личный транспорт больше будет уходить уже немножко, наверное, в сторону. Но, опять же, это развитие общества должно плавно к этому подвести. Я, знаете, не сторонник таких революционных действий. С завтрашнего дня все пересаживаемся на автобусы. Так? Все, больше личного здесь не будет. Вот. Но постепенно, вот как раз на основе общественного договора, в самом начале я про это говорил, что в Якутске, вот в таких городах, чем особенность? Мы в любом городе, когда нас много, мы должны договориться по основным вещам, по основным подходам. Вот ездим ли на общественном транспорте или ездим на личном? Ну, больше. Чему приоритет даем? Вот. И если такой общественный договор будет создан в основу как раз, например, общественного, так, то, пожалуйста, мы тогда будем уже больше и больше, например, там, городским властям будет совсем это просто сделать. Там, отгородить, например, сказать, что центр только платный, например. Так? Ну, как во многих городах делают. Или там парковка везде платная. То есть стимулировать, чтобы люди больше переходили на общественный. Ну, а если мы скажем, что нет, мы все-таки индивидуальное поддерживаем, больше личное, то, опять же, здесь уже другие вопросы. Парковок должно быть больше, должны улицы быть шире, там, движение более такое, ну, развитое, новые маршруты должны появляться. Ну, еще раз говорю, это вот вопрос нашего с вами осознания, каким наш должен быть город Якутск. У меня вот такой вопрос созрел. Евгений был на Форсайте, я хочу ему вопрос задать. Евгений, помнишь, у нас был проект «Кишки наружу» называется? Ну, проект «Кишки наружу», то есть у нас очень много теплотрасс на улице, да, и город, когда вот люди незнакомые приезжают, у нас первое, что бросается, это сваи, второе, это вот эти наши теплотрассы, по которым в детстве очень много бегали. Вот. И мы думали, что как-то использовать, понятно, что там есть охранная зона, но время же меняется, то есть, да, может их как-то использовать, как раз вот то, что молодые люди говорят, для пешеходных дорожек, для велодорожек, для того, чтобы они соединяют весь город практически наш, как-то их облагородить. И вот твое видение, Жень, хотелось бы услышать, пожалуйста. Мировое сообщество и урбанистика имеют хороший пример, как это сделано. Система Skywalk в Канаде, в Миннеаполисе, это система переходов между зданиями. Изначально появилась как переход от торговому центру, дальше переросло уже в сеть переходов между зданиями, которые опоясывают всю центральную часть города. Соответственно, мы сегодня понимаем то, что в городе Якутске мы должны, сахамындыр, то есть мы должны применить то, что у нас есть, с тем, что нам надо. Нам реально нужно иметь более комфортные условия для того, чтобы можно было зимой передвигаться. Это раз.
Второе, возвращаясь к общественному транспорту, нужно понимать, что сегодня существующие пазики – это по паспорту автобус для сельской местности. И мы уже должны сегодня для себя сказать, что мы не сельская местность, и эпоха пазиков должна закончиться. Сегодня развитие города подразумевает собой развитие общественного транспорта, чтобы он был конкурентоспособным личному транспорту. И развитие не только автобусов, но и всех элементов улично-дорожной сети, такие как теплые остановки, такие как транспортные хабы, они будут способствовать переходу на общественный транспорт. Переход на общественный транспорт – это действительно один из трендов, который есть в крупных городах. Сегодня у нас с экологической точки зрения в зимнее время автомобили, с появлением Наташи, конечно, стало проще, но весь город на Ташах – это тоже не есть хорошо. Поэтому здесь, безусловно, городские власти должны заниматься стимулированием развития общественного транспорта. Что такое развитие общественного транспорта? Это же не только, например, перевод вместо пазиков у нас электробасы будут ездить, да? Это же и создание сети теплых остановок. Вот, потому что теплые остановки – это абсолютно востребовано в наших условиях. В других городах этого не очень поймут, так, но для нас это абсолютно понятно. Так? То есть мы должны сделать так, чтобы людям было удобно. Вот, от начала до конца движения. Вот если это все будет выстроено, то, конечно же, многие предпочтут на общественном транспорте, комфортном, красивом и при наличии теплых остановок, нежели чем там на машинах с нашими пробками, с нашими туманами. Меня интересует вопрос по поводу затопления 203-го микрорайона и расширения его, то есть создания 204-го, 205-го и так далее. Может быть, как-то, как расширяться в сторону Покровска или Кангаласу, что-то такого типа. Спасибо. Я честно скажу, что я противник того, чтобы 204 и 205 у нас появлялись. Да. Все-таки входить достаточно грубо, да, вот отсыпая песком большие территории именно речной поймы, это не только опасно само по себе, да, это на самом деле, наверное, с точки зрения вот как раз зеленой, скажем так, зеленого города, эко-города, это неправильно. Вот. При этом у нас есть территории, где вот как раз отсыпку-то и можно было делать. Вот тот же район Даркалаха, где у нас вот этот район уже заброшенных совсем строений, где уже ничего у нас практически не делается, почему бы вот этот район не рассмотреть с точки зрения как раз отсыпки и с точки зрения строительства там уже определенных новых, может быть, каких-то и офисных центров, и развития данной территории. То есть превращение его в такой... Вот это вот как раз то, о чем я говорил по району заброшенной промзастройки, это вот как раз Даркалах, например. И с этой точки зрения вот там как раз вот эти проекты по отсыпке были бы гораздо, на мой взгляд, правильнее, нежели чем пытаться зеленый луг сейчас отсыпать дальше. Город Якутск – визитная карточка всей Якутии. Безусловно, все, которые приезжают в город Якутск, в Якутию, в первую очередь видят Якутск. И поэтому мне кажется, что очень важно позиционирование города Якутска в глобальном мире. И раз у нас сегодня визионерская лекция, Айсен Сергеевич, как вы видите в 2050 году город Якутск? Чем он отличается от всех остальных городов мира? Какое у него самое сильное конкурентное преимущество? И какими 3 характеристиками можно сказать город Якутск самый что? Конечно же, с одной стороны, вот 50-й год кажется очень далеким, да, это почти 30 лет. Так, ну, может смело сказать, 30 лет, да. Жизнь меняется очень быстро. Но меняется внешняя какая-то конфигурация, а вот внутреннее состояние человека, внутреннее состояние города, оно не сильно меняется. И с этой точки зрения, вот как раз я говорил про то, что душа Якутска – это все-таки креативные люди. Это люди, которые никогда не боялись трудностей. Мы выжили в самых суровых условиях. Вот, как вот Толя и его друзья любят шутить, мы выжили там, где замерзли мамонты или исчезли мамонты. Да? Вот, мы реально выжили. Выжили, потому что мы предприимчивые, мы умеем идти вперед, и мы все время думаем, да? Мы вариативные. Вот. И, конечно же, если мы прилетим в Якутск 50-го года, я уверен, что здесь, конечно, с точки зрения технологий, наверное, будет все по-другому. И в мире будет все по-другому. Там и беспилотный транспорт, и искусственный интеллект и так далее. Но самое главное, что в Якутске останется, это останется его уникальная культура. Вот этот пласт нашей тысячелетней культуры, его фундамент, это то, что питает нас сегодня, на самом деле. И в 50-м году, я уверен, вот как раз
уже с использованием тех новых современных технологий, которых, может, мы с вами даже еще не знаем, вот, все равно наша культура, она будет доминировать. Вот это вот наш такой реально очень серьезный человеческий код, он будет в Якутске давать новую жизнь для наших новых побед. Уже, может быть, не в IT, а в других отраслях. Вот, поэтому город будет этот культурный, город Якутск будет город образованных людей. Вот, и это будет уникальный город с точки зрения того, что у нас наша природа, это опять же продолжение нас самих. Да? Ну, я уверен, что и к 50-му году, дай бог, мы все-таки сможем нашу природу не то что даже сохранить, а сделать ее еще даже лучше. Уважаемый Арсений Сергеевич, я являюсь директором Намского центра. Уже второй год продвигаем новые технологии в села, скажем так. Покуда мы ближайший район города Якутска, ваше видение вот 2050, каким он будет? Спасибо. Я очень рад, что благодаря новым технологиям у нас в Намцах уже есть и IT-центр, и мы с вами можем общаться в таком режиме. Вообще в наших селах и рядом с Якутском, и далеко от Якутска живут абсолютно, знаете, тоже креативные, очень правильно мыслящие, активные люди. Я всегда рад общаться с ними, потому что благодаря вам якутское село не исчезает, оно развивается, оно становится лучше, краше. И вот в те же общественные пространства, которые я вижу, которые возникли, например, в Бердистяхе, вот Покровске, скоро и в Намцах появится. Я вот в день рождения свой как раз был в Намцах, видел эти проекты. Они говорят о том, что жизнь в селах становится все-таки лучше. Так? И мы будем и дальше их поддерживать. Что касается конкретно Намцев, то я уже сказал, что наши 3 долины Эркянь, Янгсяле, Туймада, они, конечно же, в будущем должны вместе с Нижним Бестяхом составить уже одну большую агломерацию. Это вот долина, идея 3 долин принадлежит первому президенту нашей республики Михаилу Ефимовичу Николаеву. Мы с ним довольно часто встречаемся. Он всегда эту свою идею мне уже с точки зрения сегодняшнего дня рассказывает. Мы обсуждаем, что можно сделать, как можно реализовать. Но мы сходимся всегда в одном, хотя по ряду вопросов у нас разные мнения, так, но мы всегда вот сходимся в одном, что это должны быть 3 долины именно высокоразвитого человеческого капитала, инновационного развития, будь то сельское хозяйство, будь то производство стройматериалов. Мы должны все делать очень правильно, экологично, так, и на уровне очень хороших мировых стандартов. Главное, чтобы вот мы в свою деятельность всю координировали, синхронизировали планы республики, чтобы это все входило, и уверен, что у нас все получится. Поэтому я, Сарглана, вам, всем тем, кто рядом с вами, желаю успехов. Давайте поблагодарим Арсения Сергеевича за вот... Дорогие друзья, спасибо, что сегодня вечером были здесь с нами. Время пролетело очень быстро. Я благодарю школьников за хорошую активность. Физико-технический лицей всегда этим отличался. Так, у меня старшая дочка заканчивала вашу школу, и я благодарен этой школе за очень хорошие фундаментальные знания, которые они дают детям. Но и кроме этого, они на самом деле выпускают очень активных граждан. Это тоже очень важно. И вот я убедился, что школа имени Владимира Петровича Ларионова, она реально была и есть, и будет еще оставаться одной из лучших школ нашей республики, даже нашей страны. Я благодарен всем тем, кто сегодня присутствовал. Мы на самом деле проговорили, конечно, крайне такую, знаете, вот небольшую, наверное, часть тех проблем, которые есть в городе Якутске сегодня, потому что я понимаю тех, которые задавали вопросы, касающиеся вот буквально сегодняшнего дня. Мы должны как можно чаще, вот те люди, которые понимают, как развиваются большие города, как развиваются большие системы, встречаться и разговаривать, встречаться, обмениваться мнениями. В хорошем смысле мечтать. Я всегда говорю, вот особенности я обращаюсь к школьникам, к студентам, не бойтесь мечтать. У нас, знаете, вот сейчас нынешнее время такое циничное, да вы что, мечты, что такое? Это вообще там детство, да? Вот если вы будете мечтать, если вы умеете мечтать, у вас все получится. А человек, который не умеет мечтать, для которого, вот знаете, вот, который все время смотрит под ноги, он никогда ничего большого не сделает в жизни. А если ты мечтаешь, если ты хочешь сделать что-то большое, светлое, красивое, то, чего никто никогда в мире не делал, то у тебя получится.
И вот я очень рад, что у нас вот такие ребята есть, айтишники, так, самые разные, так, у них разные политические взгляды, разные подходы, да, к жизни. Они сейчас живут в разных странах, но вместе с тем они вот это умеют делать. И я очень рад, что вот братья Готовцевы тоже, так, они, меня в прошлый раз они очень обрадовали. Я извиняюсь, ребята, но я об этом уже многим говорю. Вы знаете, говорю, эти ребята, они не хотят войти в десятку мировых, ну, производителей компьютерных игр. Все на меня так смотрят, типа, а что они тогда хотят? Я говорю, они хотят быть первыми. И я говорю, и, наверное, они будут первыми. Вот это вот очень важно, и это очень нужно. Если человек хочет быть первым, если он образованный, если он учится, если он понимает, как это делать, да, и если он умеет мечтать, он точно будет первым. Поэтому я желаю нашему Якутску, чтобы он умел мечтать, умел учиться, идти вперед, быть образованным, культурным, и он тогда точно станет первым городом и Дальнего Востока, и страны, и лучшим городом мира. Спасибо.